На днях президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления. И эти меры эксперты называют рывком для отрасли. Именно о них поговорим с Расулом Рафанировичем Таиповым. Здравствуйте, Расул Рафанирович. Добрый день. Прежде всего, прежде чем поговорить о конкретных мерах поддержки, давайте поговорим о целях пакета поддержки отрасли. Какие главные цели этого пакета и почему к IT такое особое отношение? Да, смотрите, здесь очень важно понимать, что в сфере IT уделялось внимание уже давно. Есть национальный проект «Цифровая экономика», и там отдельная программа посвящена как раз позиции поддержки цифровых так называемых технологий. Таким образом, гранты, которые прозвучали в позавчерашнем указе, уже реализуются в рамках этого национального проекта. Есть преференции, которые установлены для IT-компаний. Это и налог на прибыль, то, что прозвучало, и где нам говорят его обнуление. До этого налог на прибыль для предприятий, которые находятся на общей системе налогообложения, составлял 3% при выполнении определенных условий. Условие это ключевое, это попадание в список аккредитованных со стороны Министерства цифрового развития Российской Федерации. Таким образом, то, что вошло в очередной пакет поддержки IT-отрасли, это уже третий пакет по тому порядку, который на сегодняшний день реализуется, это дополнительное усиление, дополнительный стимул для того, чтобы в этот период наши IT-специалисты получили еще дополнительные гарантии того, что они нужны нашей стране и что они получат на долгую перспективу, на долгое свое развитие необходимый рынок реализации и необходимые заказы для того, чтобы творить и для того, чтобы создавать. Итак, государство поддерживает бизнес и граждан. Какие меры вы бы назвали ключевыми и как они коснутся, в частности, компаний в нашей республике? Здесь, смотрите, очень тоже важный момент. IT-отрасль, она объявлена в данном случае как некий такой ключевой драйвер, но он по существу является сквозной отраслью. Нельзя говорить отдельно об IT, абсолютно не связывая ее с отраслями экономики, реальным сектором экономики. Таким образом, в чем прорыв? IT поддерживаются для того, чтобы они стали активнее разрабатывать свои технологии для внедрения на промышленных предприятиях, на сельхозхозяйственных предприятиях и так далее. Это с одной стороны развитие предложений. Но в том же пакете, в той же программе развития заложены необходимые стимулы для того, чтобы сами предприятия шли навстречу IT. Это самый ключевой вообще тезис. И сегодня, пользуясь тоже эфиром, хочу сказать, предприятия, которые на сегодняшний день, возможно, имеют в своем распоряжении какие-то решения иностранные, хотя это на сегодняшний день уже минимизировано, и хотят развиваться дальше, а IT именно та история, которая дает добавочную стоимость и дает возможность при минимизации затрат на производстве получать и повышать свою эффективность, а значит прибыльность. Это та история, для которой сегодня созданы все необходимые механизмы. В чем они выражены? Есть различные фонды поддержки, которые сегодня собраны в ВПРФ. Это и Сколково, это фонд развития информационных технологий, которые выделяют гранты, пока 50% затрат предприятий на внедрение IT-технологий, которые покрывает государство. Таким образом, это действительно комплексное решение, которое не ограничивается IT-драйвер для того, чтобы вся наша экономика переходила на экономику 4.0. А это действительно уже в целом, если посмотреть, это история про развитие нашей страны, про то, как нам пережить этот кризис и даже не пережить, как стать в нем лидирующими. Потому что на сегодняшний день со стороны государства создается все необходимое. Теперь, что делается у нас в регионе? Мы, опять же, до всех этих историй, которые сегодня на слуху, в этом направлении развивались. Мы взяли сельскохозяйственную отрасль. На сегодняшний день, если отслеживаете новостную ленту, мы уже с 6
такими ключевыми предприятиями сельхозотрасли заключили трехсторонние соглашения. Это наше Министерство сельского хозяйства, Министерство цифрового развития и предприятия. О чем это соглашение? Мы формируем команду экспертов. Она сегодня в республике уже создана. Это отдельный проектный офис. Мы в него включили науку, наши образовательные организации, и включили ключевые IT-предприятия, которые проводят аудит, оценку и предлагают, по сути, нужные решения, их внедрение, консалтинг и так далее. И ключевая цель всей этой деятельности – это правильное включение в федеральную повестку грантовой поддержки либо субсидирования и минимизации расходов для предприятия для того, чтобы получать эффект в виде повышения производительности труда и так далее. То есть на сегодняшний день мы уже в ключевом сегменте продовольственной безопасности наших граждан действуем совместно с нашими коллегами из Министерства сельского хозяйства. И вот здесь вы увидите реальный пример, как цифра – это не что-то такое космическое, а это реальность, которая приходит вот здесь, на землю, когда внедряются инструменты умного земледелия, когда внедряются системы искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, которые предсказывают, когда урожай лучше сеять, когда его лучше собирать, и которые на практике, мы изучаем российский опыт, мировой опыт, реально приносят эффекты. И ключевой элемент, конечно, всей этой нашей деятельности – импортозамещение. При этом хочу сказать, наши решения российской разработки абсолютно не хуже, а во многом даже лучше иностранных разработок, так называемых систем ФМС, которые собирают все данные и отвечают в целом за аграрное предприятие. Они лучше, чем, понятное дело, им не грозит никакие санкции, они постоянно развиваются. И более того, они уже сегодня связаны с теми системами бухгалтерского учета 1С и так далее, которые на всех предприятиях сегодня установлены. Поэтому вот в данном случае все эти меры поддержки, правильные действия нас в регионе, во взаимодействии с коллегами, правильные приоритеты позволяют в спокойном режиме получать эффект. И никак это не связано ни с событиями, о которых сейчас много говорят. Это спокойная наша текущая работа, которая продолжается и которая просто усиливается дополнительными мерами, которые идут с федерального центра. Да, кстати, давайте поговорим о мерах. Расул Рафанирович, вы упомянули субсидирование государством. Расскажите о налоговых льготах и о других преимуществах, преференциях. Угу. Смотрите, опять же, я уже обозначил, что в налоговый кодекс еще, если память не ошибает, в 2020 году внесли изменения во вторую часть, когда компаниям, IT-компаниям были предоставлены преференции. Сейчас они продолжаются и они усиливаются. Я здесь хочу сделать акцент на одной вещи ключевой. Вот что сейчас нужно сделать IT-компании? Нам надо сейчас прямой и точный дать посыл для них, чтобы они начали действовать. Первое и ключевое – стать аккредитованными в реестре Министерства цифрового развития Российской Федерации. Что для этого нужно? Естественно, нужно, чтобы было предприятие, чтобы оно было IT. Как понять, что ты являешься предприятием в IT-отрасли? Это АКВЭДы, 62-63. Дальше, что мы делаем? Заходим на портал госуслуг, единый портал госуслуг, как юридическое лицо, и выбираем услугу аккредитация как IT-предприятие для Министерства цифрового развития. Все, услуга сама по ее заполнению абсолютно простая. Проверка каких-то дополнительных бумаг не надо прилагать. Она абсолютно камеральная. Через систему межведомственного электронного взаимодействия смотрит налоговая. И процесс рассмотрения услуги занимает всего сутки. Поэтому вот это первая история, которая уже гарантирует, если ты упрощенник, максимально снижаются уже сегодня различные социальные выплаты, медицинское страхование в 2 раза снижается. Если ты на общей системе, как я уже сказал, налог на прибыль и остальное, все снижается. Что предполагает указ? Надо здесь отметить, что указ, он дает общие задачи для правительства Российской Федерации, который в лице Министерства цифрового развития сегодня этот пакет приземляет. То есть делает
предметные уже постановления, положения, как это должно происходить. Но что в нем заложено? В нем заложено, что грантовая поддержка, о которой я уже говорил, будет продолжена, причем объем ее будет увеличен. Возможно, даже вот то, что я говорил, софинансирование, размеры софинансирования немножко изменятся, то есть государство, возможно, возьмет на себя большее. Теперь для айтишников создаются максимально такие хорошие условия с точки зрения ипотечного кредитования. В принципе кредитования, когда вне зависимости от того, что ставка рефинансирования выросла, но тем не менее кредит 3% и ниже. Это абсолютно отличные условия для того, чтобы развивать свой бизнес. И что тоже очень важно, IT освобождается от проверок. То есть это абсолютно благоприятные условия для того, чтобы нам в этом плане развиваться. Ну и возвращается практика, что было еще в Советском Союзе, брони на те компетенции, которые очень нужны сегодня стране. Так что мы видим, многие действия переходят в интернет, в информационную среду. И чем мы будем сильнее здесь, чем мы быстрее и эффективнее сможем строить экономику 4.0, тем мы быстрее пройдем этот этап и пройдем его не только с историей того, что мы ничего не потеряли, но мы стали еще сильнее, богаче и лучше. Благодарю вас, Расул Рафанирович, за интересное интервью. Сегодня гостем программы интервью был Расул Рафанирович Таипов, заместитель министра цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан. И мы обсуждали меры поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления. Не переключайтесь и оставайтесь на БСТ.